говорит, почему мы не снимаем. Как за красно-зеленый же? А Матвей говорит, а что мне с этим потом делать? Да, может, я не хочу снимать. Ну, да. Ну что, друзья, привет опять. У нас сегодня, кажется, уже третий день, когда мы находимся в Казани. И сегодня мы отправляемся на Куйбышевское водохранилище, на остров Свияжск. Потрясающий остров, я видел видосы, вообще поразительно. Просто нам ехать до туда час, поэтому погнали! Что творить, а? Вот что вытворяют безобразники окаянные. В отличие от прошлой серии, сегодня мы отправляемся в другом направлении. Сегодня мы выезжаем из города в сторону Москвы. Дорога проходит по трассе М7 «Волга», с которой спустя некоторое время начинают открываться потрясающие виды на реку Свияга, на которой и располагается наша сегодняшняя цель для прогулки. А цель наша – остров Град Свияжск. Въезд на территорию острова возможен только строго избранным, поэтому мы оставляем своего бензино-электрического друга на бесплатной парковке и отправляемся изучать остров Град. Свияжск – уникальный историческо-культурный остров Град в Республике Татарстан, расположенный в месте слияния рек Свияги и Волги, основанный в 1551 году, Иваном Грозным, разумеется, как деревянная крепость для взятия Казани, чтобы Иван Грозный потом с сомнительной уверенностью мог говорить: Казань брал. А вот сегодня Свияжск – это архитектурный заповедник, где располагается много различных культурных и духовных объектов. Один из крупнейших храмов острова – это собор Богоматери всех скорбящих радости. Это величественный кирпичный храм, построенный в начале 20 века по проекту архитектора Малиновского. Он является одним из самых ярких образцов неовизантийского стиля в архитектуре России. Здание имеет площадь около 1000 квадратных метров и достигает 32 метров в высоту. Как и в любом храме, здесь создается ощущение легкости и величия. Мерцание свечей помогает отвлечься от суеты. Это дает возможность ощутить благовение, тепло, желание побыть в тишине. Рядом с территорией храма располагается Соловьиная роща, с которой, если пройти чуть дальше, открываются захватывающие виды на старый дебаркадер, на место слияния рек Свияги и Щуки, а также на бескрайние просторы Волги.
Конечно, на острове не все постройки прям настолько исторические, что о них стоит рассказывать, но показать все же придется, так как место, куда мы забрели, одному богу известно, и вообще неизвестно, что могло там произойти. Вдруг кто-нибудь бы подумал, что мы на коптере хотим полетать, и сдали бы нас с потрохами, так как летать на острове нельзя. Я вообще не хочу на эту тему говорить, так что идем далее. Далее, прогуливаясь по улице Троицкой, наше внимание привлекли остатки кирпичных строений. Как выяснилось, это утраченный памятник православной архитектуры XVIII века, от которого до наших дней сохранились только законсервированные археологические фрагменты. Ну и как гласит история, эти фрагменты являются церковью Благовещения Пресвятой Богородицы, которая была возведена в 1755 году. Но, к сожалению, как и большинство приходских церквей острова, в 1930-х годах во время советской антирелигиозной кампании здание было полностью разрушено. Конечно, как и в любом туристическом месте, для посетителей есть достаточно обширный перечень развлечений, которые не подвластен обычному разуму. Тут и конный двор, где можно покататься на настоящей карете, музей гражданской войны со всякими интересными советскими артефактами, старая водонапорная башня, которая раньше являлась элементом гидротехнической городской системы, но ее мы почему-то не увидели. Но основное это, конечно же, соборы, храмы, церкви и прочие религиозные строения. Поскольку во времена 50-х годов покинуть остров Свияжск можно было только по воде, и то только в определенные дни месяца, сюда решили провести телефон. Ну, чтоб можно было хотя бы по телефону узнать, что там вообще в мире делается. В общем, представляете, телефон и по сей день работает, и можно узнать, что в мире делается. Но, по-моему, лучше не узнавать, а то и так достаточно тревожных новостей в последнее время. Тем временем температура воздуха близилась к той, при которой вероятность получения теплового удара увеличивается с немыслимой скоростью. И погладив местных котиков, не погладив которых можно считать, что ты вообще в принципе не был в Свияжске и не видел его, и узнав от местных жителей острова еще об одном интересном месте, мы непременно направляемся туда, и, как оказалось, совсем не зря. Место, куда мы направляемся, называется Татарская Слободка, и находится оно около речного вокзала, где в этот момент готовился к отправке теплоход, сопровождая это событие соответствующими звуками и атмосферой. Теплоход, конечно же, когда-то уйдет, а мы пока что останемся на острове и посетим музей археологического дерева.
Здание музея построено над археологическим раскопом, где можно увидеть подлинные деревянные постройки 16-18 веков, сохранившиеся благодаря особенностям влажного культурного слоя. Площадь экспозиции около 2500 квадратных метров, из которых 900 занимает археологический раскоп. Экспозиция музея обширная и очень интересная. Можно увидеть уникальные предметы быта и утвари жителей Свияжска, сохранившиеся до наших дней. По музею можно гулять как по улочкам, некоторые проходы имеют стеклянное основание, а музей имеет стилевое оригинальное решение. А некоторые экспонаты музея настолько впечатляют, что их можно называть... Красивый. А это замок. Еще одна особенность музея – это его интерактивность и современные технологии. Интерактивные панели и мультимедийные презентации представляют дополнительную информацию о каждом экспонате, делая посещение музея еще более увлекательным. Отдельно стоит отметить мультимедийное анимированное панно, на котором находится 144 персонажа. И очень интересно смотреть и наблюдать, как проходила жизнь в 15-17 веках на этой территории. Тут можно увидеть, как кто-то пытается подплыть к острову, вот кучка людей делает крестный ход вокруг самого острова, кто-то уже получает несказанное удовольствие, но в то время это, наверное, считалось нормальным, не то что сейчас. А кто-то просто строит дома, чтобы потом мы смогли увидеть их вот на этой вот выставке. Еще в музее вот такие вот прикольные штуки есть. Правда, что это? Какая-то заслонка, которая прячет за собой что-то. Ну, все что угодно, и которую каждый посетитель может подвигать туда-сюда. Но на самом деле, как она называется и что это за элемент, мне найти не удалось. Так что, возможно, вы мне подскажете.
На обратном пути, чтобы собраться с мыслями на невыносимой жаре, сделали остановку в саду размышлений. Поразмыслили и решили, что Успенский собор, он же объект всемирного наследия ЮНЕСКО, на сегодня будет последней точкой, которую мы посетим на острове. Ну а сам собор имеет строгий, монументальный белокаменный облик, увенчанный традиционным шлемовидным куполом. Архитектура объединяет псковские, новгородские и московские традиции. Также на территории собора имеется свой собственный монастырский сад, гармонично вписанный в исторический ансамбль с белокаменными стенами и старинными келейными корпусами. Также имеется святой источник, где каждый посетитель может набрать себе целебной воды. А из одних ворот Свияжского монастыря открываются просто потрясающие виды. Нам пора было отправляться обратно в Казань, но по пути из Свияжска мы сделали небольшую остановку, чтобы отведать свежесваренного кофе и немножечко набраться сил. Тут на обратном пути мы увидели указатель на один из современных футуристичных городов Татарстана – Иннополис или Иннополис. Ну, в общем, это самый юный зеленый город России с ультрасовременной планировкой. Футуристичные здания, уютные жилые районы, построенные улицы и обилие парков являются городским базисом. Город спроектирован так, чтобы быть удобным для жизни, для работы, для отдыха. По улицам курсируют беспилотные такси, а милые роботы-доставщики еды уже никого не удивляют. Правда, нам почему-то ни одного робота по пути не попалось. Даже подземные переходы здесь не просто функциональные сооружения, а настоящие арт-объекты с картинами и необычным оформлением. Что интересно, что средний возраст жителей Иннополиса около 25 лет. Здесь все либо студенты, либо программисты. А чтобы здесь жить, нужно либо поступить в IT-вуз, либо быть ценным кодером. А вообще, нам показалось, что город напоминает больше город-призрак. Привычных для нас людей и автомобилей здесь очень мало. В общем, вернулись мы в Казань, а тут нам местный рекламный баннер предлагает весьма выгодную услугу по увеличению собственной уверенности. Уверенности каждому из нас иногда, конечно, не хватает. Например, с уверенностью занять свое место на паркинге, которое все это время гордо охраняла 5-литровка. Но стоит ли достигать уверенности именно этим способом, что вы видели ранее на рекламном баннере, наверное, стоит подумать.
это такое? Все, приехали. Опять куда-то потащили сегодня. Tonight you can look me up, I've been waiting for you. You and I could be so much like real love. Казалось бы, поездка в Свияжск и невыносимая жара в 32 градуса должны были полностью истощить наши запасы сил. Однако под вечер мы все же нашли в себе силы и отправились прогуляться в Парк Победы, предварительно встретившись с нашими старыми друзьями. Парк Победы состоит из разветвленной сети дорожек для пеших и велосипедных прогулок, озера, куда же без детских игровых площадок, и самое главное, это выставка военной техники, обширный музей под открытым небом, где представлены легендарные танки Т-34, Т-80, артиллерийские орудия, знаменитые машины «Катюши», а также настоящие боевые самолеты и вертолеты, такой как Ми-8. А центральная часть парка включает в себя вечный огонь и высокую стелу Победы. Ну а на этом интересном месте мы заканчиваем нашу третью серию. Надеюсь, она вам очень понравилась, и вы проставите лайки, подпишитесь на канал, ну и вообще как-нибудь поддержите нас. Спасибо большое, что посмотрели этот ролик, и встретимся с вами в следующем нашем ролике.